Добрый день, я Максим Живетьев, прозаик из Иркутска. Прочитаю свои стихотворения, наверное, все-таки. Вот. Ну, о Байкале, наверное, да? Я уезжаю на Байкал, чтоб отдохнуть средь грозных скал от суеты и от забот. Там серна робкая живет, олень изнеженный пасется, и рысь упругая крадется по ветке вековой сосны в преддверии ласковой весны. А в темный сумрачный каньон луна и солнце льют неон, с сосулек тикает вода, но лед кругом и холода. И где-то здесь, среди красот, открыт с подоблачных высот потусторонний мир, портал, которым ведает Байкал. Ну и, наверное, я прочитаю еще одно раннее студенческое стихотворение. Я его резал, кромсал, редактировал, но тем не менее все равно оно остается любимым моим стихотворением. Есть на берегу Байкала такой поселок, Большие Коты. Даже можно сказать, что это моя малая родина. И, в общем, такое стихотворение. Громадой яркой зверь-морал стоял на гребне грозных скал, поглядывая с высоты на поселение Коты. Смотрел, как лихо поднялись стальные крыши остров ввысь, и как изыскан колорит заборов, стен, скалы гранит. Там яхта, будто глыба льда, стоит у пирса, а вода бьет о причал и сильно бьет. Ракета гордая идет. 100 лет назад другой морал смотрел все с тех же дивных скал, с их непокорной высоты на поселение Коты. Смотрел и видел срубов дым, и вспоминал, как молодым он увидал впервые тех, кто признан стать владыкой всех. И 1000 годов назад, на юрты устремив свой взгляд, стоял король лесов Морал, рогами небо подпирал. Вот такие стихотворения. Вера Дорошева. Я пришел за Верой, княжна, я пришел за Верой в весну. Бесконечно ночь холодна, и стегает ветер, как кнут. Опустела моя казна, все ушло на войну с зимой. Я пришел за Верой, княжна, заплати же, и черт с тобой. Поцелуй урони в ладонь, плечи бархатом рук обвей. Я шагал против салони, я был сильным, но ночь сильней. Сквозь ресницы твои, княжна, распускается сон трава. Я уже 3 луны без сна, я замерз, ты была права. Наготове снежинок рать, сталь мороза обнажена. Я пришел к тебе умирать, я пришел за Верой, княжна. Поставьте подпись там, где прочерк. Я продаю свой мир в рассрочку, не новый и слегка непрочный, заброшен, пуст и темноват. Тенями дышит подворотни, воздух сухой и очень плотный. Но я же вижу, вы не против, вам нужен персональный ад. Здесь все конечно и нелепо. На позвоночниковой флейте играет песенка о лете, что отменили в том году. Здесь нет дверей, но много окон. И в монотонном монологе надеюсь переспорить Бога. Не так уж страшно здесь, в аду. В моей башне одиночества скрипит форточка. Не гаснет свет последние 35 лет. Тянет сквозняком, пахнет плесенью, сгнила лестница в позатом году. Привыкаешь, в общем, в аду. Годы в кружке ободки чайные. Ешь отчаяние, пей тишину. Постарайся сегодня уснуть. В
В моей башне одиночества воздаю почести пустоте и немоте, двум из 4 несущих стен. И, давясь очередным грязным стихом, знаю, ни ком застрял в горле. Эта башня во мне прорастая, небо подперла. Юрий Харлашкин, город Иркутск, прозаик, член Союза писателей России. Черный сапог. Черный сапог на белом снегу. Кто-то его потерял в пургу. Кто-то его оставил здесь, словно вернуться, надеясь. А может быть, кто-то этот сапог до мусорной кучи не доволок, в сугробе его оставил, а мысли роятся стаей. Вот ситуация глупая. Сиди и моргай лупами. Отчего, почему на сугробе стоит тот сапог убогий? Нам Пушкин всем родной отец. Он основал язык, который по Тургеневу могучен и велик. Печаль не надо. Что ты, не надо обретать заботы о мелком и тщедушном мне. Вчера, ты помнишь, вьюга злилась, то, видно, Пушкину приснилось в российско-африканском сне. Но мне до этого не легче, и вновь сутулю спину, плечи под тяжестью своих мыслей. А мысли вовсе не веселы, они неправильные пчелы, неправильный творят и мед. Жаль, Один этого не знал, он Винни-Пуха не читал. А Пушкин знал все наперед. Он мед поэзии великий, я вкусив, меняю лики и в целом получаю бред. Зато печаль-то отступила, и я смеюсь над тем, что было, когда мне было 15 лет. Охота. Иван Семенович стоял, как истукан, и смотрел на удаляющихся девочек-восьмиклассниц. Из-за толстых стекол глаза, и без того пребывавшие всегда на выкате, казались лягушачьими. Очки в коричневой роговой оправе, в бело-синюю полосочку шапка-петушок, грязно-серый пуховик-колокол, вид в общем нелепый. Бывший главный инженер одного НИИ, пару лет назад отправленный на пенсию балласт. Мужчина стоял неподвижно, как вдруг резко повернулся и стрельнул сигарету у проходящего парня, закурил. Девочки шли по аллее, в ярких полушубках, блестящих сапожках. Иван Семенович быстро зашагал следом, нервно втягивая дым и выпуская струйками из носа, не отводя взгляда, словно боясь потерять из виду. Девочки болтали. Сегодня была оттепель, и лица не замерзали. Школьницы смеялись и размахивали руками, за спинами фиолетово-розовые рюкзаки. Аллея была длинная, попадался народ. Справа неслись автомобили, слева бесподъездной стеной молчал плотный ряд пятиэтажек. С деревьев иногда падали хлопья снега. Оставшиеся мороженые ранетки клевали снегири. Иван Семенович, машинально скрутив в руке красный пакет, и прибавил шаг. Почти побежал. Автомобили остановились на светофоре, когда мужчина, тяжело дыша, нагнал девочек и выплюнул сигарету. По щекам от волнения потекли слезы. Взор затуманился. Иван Семенович замер. Загорелся зеленый. Девочки ступили на зебру. Когда переходили, даже не оглянулись на него. Иван Семенович побрел обратно. И, миновав аллею, он стал прогуливаться по площади Академгородка из одного края в другой. Людей много, но одиноких девочек нет. Он постоял, стрельнул еще сигарету, покурил, посидел на заснеженной скамейке, воровато осмотрелся, тяжело вздохнул. Может быть, завтра он успеет. Может быть, завтра осмелится. Может быть, завтра заговорит. Как охота поговорить. По спине пробежал предательский холодок. А теперь успокойся, пора домой. Он поднялся. Надо еще в магазин зайти, хлеба и молока взять. В угловой, там работает приветливая Катя. Она всегда улыбается и разговаривает. Ласково разговаривает, понимающий, сочувственно. Иван Семенович расправил ярко-красный пакет, и мысли его уверенно повели по известному маршруту. А дома ждала больная старушка-мать. Спасибо.
в этой зарисовке я описал реальный случай жизни, когда я встретил такого нервного человека, который произвел впечатление еще не маньяка, но человека, который готовится совершить вот подобное вот преступление. И вот это его состояние нервное, когда его еще вроде бы и не за что осуждать, то есть, да, либо там сдавать в полицию, но при этом его уже посещают какие-то страшные мысли, и как жизнь вокруг него идет, своим чередом кипит, бурлит, и никто на этого человека не обращает внимания, и подобные преступления, получается, невозможно предотвратить из-за нашей вот такой невнимательности. Здравствуйте, меня зовут Эрескол, я из Республики Тыва. Я работаю в Тувинском национальном театре имени Виктора Кугола, литературной части, редактором литературного части. Я хочу вам почитать свои стихотворения. Үйге отуп, үйгөрүнүп келирге эле. Үргүлчү эле кады келир сеселлийбиз. Үрүдө келбейин урук сени менден сурап. Үлдүрээрген сактыышканым ажып уккуур. Ийде чечек бүрүлерин чайып-чайып. Ийи биздин мендилеендек мөгешканнар. Хилиң шыктан сүүзүнүк шеңне чадан. Хире-хире салгын бизде челби да бир. Көдегелейін эрейлердеги төжек, хөглейін бізді пүйдүү жаптап, таңна бора, хөңнүбүстүн кылдарына божа тартып, хөөнерсин деп, йөрейін салып органдады. Үйе шаңның агымын жегил дейінсик, үгү едіп, капсанчыды шаккарадыр. Үгү едіп, капсанчыды шаккарадыр. Үзешканып, оңгар дескер харандымда, имир, ийде чечек шагда каткан, ии төжек кымыская күйүнже хуулган. Күзде ышкаш, күзгү хатка ышкажыксан, күзүр жүрейим чадырым же чагдатпастан, каттап база чайнын тоолун дүзекшештин, карактарым шийип алган ора бермен. Эгилип келбес эргим, солун үйебистин, элеп калган сактыышканын үзе кирген, күндүз удуур элдеп кушту чебиттер чыгап, күлүмжүрейин шырайыңы чуктап жүрмен. Ийге чечек часын каттап жастып кээрден, идегелле мени күткүп жор бооруң. Каржы беткеш, битче када токтай дүжүп, кантык жор сен, кадыкшылың экки бедейин. Ажок чымжак, ылап каны сагыш жобан, айтырыңга хары берип жетикпейин мен. Нүгүл, меге шыгжап билбес карактарың, нүүрүң арыын ажыт жокка сөглезе да, кантыгла бир буруузуну чоғашкындан, харылыгып кейип, хая көргеш кашыла бастың. Хажыбыска турган оолдуң шыраярны, харыкла жок, чайназа да чары чартак, бүдүү мен же бажын согаш кылбан болса, бүдүүлүк мен, ону кайын ожар деп мен. Бүдүү мен же бажын согаш кылып каарга, бүдүштүк эле үрендир деп кодап калдым. Бүгү бодум, сеткил жүрейим чыгырлышкынып, хенертенне бүргеп келген хөңнүң муубайын, херттеш сыным көлүйүп кенишкаш болжук. Кезек тургаш, кедер чайлай чылып алдым. Кежиин менден дестиргендей, бүдүштүгер, ковайып кейип, колдуун шабый кужактап каш, кончук дүрген сени жеткеш, арылы беришик. Анак кебер, чок-чок уткан. Анак, чок-чок. Андык янзы бодалдарла мени үглейин. Хары дилейин айттыргылар душтарында, хаалгаларны сенчилеп биле турган ышкаш. Кадыкшылым экки да бол, каттап база, ханы балым, ханы сыстып саргыдадыр.
Еще есть перевод, да? Вот этот Михаил Кичичаков. Моя Хакасия. Мен Хакасиям. Хакасия төрен жерим. Төрен жерим келген бери каттырымзап, төлүм менже күлүмзүрүүр. Улуу девилем хобуш элдер, бедик дагылар уттундурбас. Сеткилимге мөңге артар. Ажыл иштин хайнып турар шөлдеринден, арыны жазык кыздар үнү тыңалып кейир. Ауыл ыры, айлан куштун ыры ышкаш. Ажылжынның тура соруун жүглендирер. Хары жерге чордумза да, сагыжымдан хайралды Хакасиям черле үнмес. Эрттен билдик жеди баар дей шаттаныпкан, эрес төлүң Ленин даандан эгилип келир. Өрүшкү шырайланган Москва хоорай, өскүп каткан байыр сөзүн сеңе тудуп, ийип отка туруп келген төлүн жаптан ие ышкаш, сең оң жеп араадап тур. Өрүшкү шырайланган айсылал, өппө ерин сеңе ырлап бара алгады. Улугада чуртубуздун кабайынга, уламандып, чечектеле төрейин чурттум. Меня зовут Чебычакова Елизавета. Я перехожу на 3-й курс педагогической кафедры хакасского языка и иностранного языка. Сейчас я прочитаю тахпахи на хакасском языке. Хара тах алтында өскейбін, хиға ақсағысты хыс пулчам, халынтайға хырин зертистік терігі чүрчам, хақпын сөгінді чүрем, аз хыс сухазында өскейбін, амыр чүртасныңар тақпақтапчам, ақпырчыларын тайғада хайхапчам, арлық сөгімді сабландырчам. Чалбақ жазды чүрчетсі, чырның пая көзділчі, чүрем мені хайнапчатса, часкалық чүртазым сағызға кірчем. Көктегіні көк пулыты көрчетсе, күн сустара чылытча. Көңнім өзек үстерге хайнапчатса, күн көпчілі хара чуртазым алысча. Спасибо. Меня зовут Акаякова Есения, я студентка 3-го курса Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова. Сейчас я прочитаю вам тахпахи на хакасском языке. Ах тасхалар чох болған полза, ағын сұғлар хайдан ағарчық. Алық шүрек тұққызы теребен полза, арғал чоным хайдан сығарчық. Көк тасхалар чох болған полза, күстік сығлар хайдан сығарчық. Күлік қылық тұққызы теребен полза, күглік чоным хайдан поларчық. Ағара пахан пыдырық суын, ағыбан суын зыр хозылзын. Арғал чоным сылика алымда, аның андар үмнен жітсін. Толғала пахан пыдырық суын, таштып суын зыр кірчетсін. Таланық кичін родым, тюльнің тюльге үсчетсін. Меня зовут Ермилина Юлия. На сегодняшний день я работаю в сфере мелиорации, в сфере строительства. И немного пишу, как говорят, балуюсь. Давайте будем рисковать. Творить безумные поступки, не размышляя что да как, а прямо здесь, сию минуту. Бросаться в омут с головой и наслаждаться ощущением, или уходить, махнув рукой, не терзаться сожалением, менять работу, город, дом и выбирать, что сердцу мило, не оставляя на потом свои мечты, души порывы. Идти, коль хочется пути, стоять, коль хочется покоя, раз хочется любви, любить и плакать, если много боли. Кричать, смеяться, говорить, петь песни или шептать чуть тихо, забыв про взгляды остальных, собою быть, чудным и диким. Давайте станем чуть смелей, чуть откровеннее, открытие, на волю выпустим детей, что внутри нас сокрыты. Не торопись, не уходи, еще так много недосказано. Вчера шептали о любви, а ныне поменялись правила. Ты не смотри через плечо, вот так печально, затуманено. Еще не все завершено. Жаль, знаки все уже расставлены. Остановись хотя бы на миг. Виной всему лишь обстоятельства.
Ответь, чего же ты молчишь, а? Впрочем, знать не обязательно. Не торопись, еще чуть-чуть. И пусть все пропадает пропадом. В ответ в глазах лишь только грусть. Прощай на все 4 стороны. Меня зовут Илья Новиков. Пробую себя в поэзии. Занимаюсь копирайтингом. И участвую по возможности в выездных мероприятиях, в том числе летний литературный лагерь. Прочитаю несколько своих стихотворений. Сад. Мой изуродованный сад рождает странные цветы. Всегда в нем сломана скамейка. Глядит паук из темноты, его жилищем стала лейка. Сад, изуродованный мной, цветет зимой и пахнет злом над головой моей нависшим. В нем я лицом к лицу с врагом чинить скамейку запретившим. Так, а еще знамение есть. Могу забыть, подсказку включу. Знамение. Я видел дерево в огне, и 3 китов на берегу белели кости. Мы плыли в море черных рук, а солнце жглось, как спелый лук, тугой от злости. Я жаждал, жаловал и жал, всем досаждал, все насаждал, срывая маски. Под тучей, выжатой в дуршлаг, я кутался в горящий флаг, сверкая каской. Но наш корабль сел на мель. Блин, что за надо? Давай заново, хорошо. Так, сейчас наш корабль сел на мель, испачкали акварель. Знамение. Я видел дерево в огне, и 3 китов на берегу белели кости. Мы плыли в море черных рук, а солнце жглось, как спелый лук, тугой от злости. Я жаждал, жаловал и жал, всем досаждал, все насаждал, срывая маски. Под тучей, выжатой в дуршлаг, я кутался в горящий флаг, сверкая каской. Но наш корабль сел на мель, испачкав дымом акварель небесных замков. Поднялся бунт, за ним второй, я попрощался с головой и кучей штампов. Разграблен склад, рванул снаряд, картечью косит всех подряд, вставать опасно. Я помнил в мутной пелене, что видел дерево в огне змееобразном. Спасибо. Меня зовут Карим Тугжеков. Я прозаик, литератор, драматург, кинодраматург, киношник, фрилансер. В общем, я хочу представить свой роман под названием «Совершенная и звериная битва». Это роман на основе национальной мифологии, хакасской мифологии в жанре фэнтези. В начале предисловия, точнее не предисловие, а краткая пословица: «Жить в согласии век продлить, а в раздорах сократить». Хакасская пословица. Пролог. Когда и жизнь, и смерть являлась, когда земная твердь рождалась и начинала медь твердеть, тогда-то вот и вознеслись могучие тосхылы ввысь, с нагорных круч, беря разбег, низвергались воды юных рек, сыскав пути низину пать, пошли в среди степей петлять. Хакасский богатырский эпос. Белый свет, вспышка, на миг у меня захватило дыхание от ярких образов, очнулся. Я снова стоял в центре Емельянова, у сувенирной лавки. Под вывеской «Народа России» сквозь разноцветные огни гирлянды стояли игрушки и сувениры, к которым, как говорила моя мама, было даже неловко подойти из-за нарисованных ценников. Виднелась книжная полка. Сколько я себя помню, а помню я себя ровно 14 лет, мама всегда говорила мне: «Учись, Каиргаз, учись, чтобы потом уехать в большой город». Но в жизни все не совсем так, как в пословицах. Я имею в виду, куда мне переезжать, если я вырос в Петербурге. И вот мы стоим в аэропорту, чтобы, по маминым словам, наоборот, покинуть большой город.
Я бы не сказал, что был ботаником, но в последнее время мне было все интересно. Вы будете читать или покупать? Я оглянулся вглубь прилавка. Это подарочное издание, зачем вы его раскрыли? Извините. Я быстро пришел в себя и закрыл книгу, убрал специальный переплет. На белом фоне подарочного издания синими буквами блеснуло хакасский эпос. «Каиргаз!» Я обернулся. Среди мелькавших лиц снова услышал ее. «Вот ты где!» Мама быстро подбежала ко мне. «Ой, оставь ты эту книгу. Ты цену на нее видел?» Мама повернулась к продавцу. «А вы тоже хороши. Ребенку книги втюхиваете втридорого. Совсем ума нет?» «Да я...» Продавец замялся. «Ой, понятно все с вами». «Да я же...» Продавец начал оправдываться. «Клади скорее, у нас уже рейс. Пойдем». Приходя в себя от величины нарисованных воображений гор и широты степей, я наконец опустил книгу. Слишком яркое воображение, подумал про себя. «Извините», мама назидательно посмотрела на продавца и бросила книгу. Гуськом очень быстро мы двигались по направлению к терминалу. Я не хотел покидать Петербург. Я здесь вырос, здесь мои друзья. Кроме того, хоть он пасмурный и дождливый, но все же за 10 лет привык к нему. Я родился в глубинке страны на юге Сибири, в Хакасии. Хоть и плохо ее помню, ведь мы покинули с мамой родной край, когда мне было 3. В воспоминаниях мелькали только яркие детские беззаботные образы и нескончаемо солнечные дни. Моя мама преподаватель по 2 языкам, английскому и китайскому. С ее образованием все советовали перебираться из глубинки в Петербург. Но рано или поздно в жизни каждого наступает момент, когда нужно вернуться на родную землю, где родные корни. Так мама цитировала наших родственников, живущих в Аскизе. В последнее время глобальные эпидемии все больше и больше стали влиять на человечество. Последней каплей стала пандемия, вызванная неизвестным вирусом, быстро распространяющимся в больших городах. Как-то вечером, когда я притворился, что сплю, я послушал мамин телефонный разговор. Кажется, это был ее работодатель, который сообщал ей неутешительное сведения о том, что группа в Петербурге распадается, что, возможно, скоро объявят общий карантин, что она может попасть под сокращение и что индивидуальных занятий на прежнем формате уже точно не будет. Никто не хочет рисковать. Кроме того, мама была еще тем ипохондриком. Когда чихали в метро, она входила на ближайшей станции и ждала следующий поезд. Поэтому мы решили последовать самому логичному совету, который мама держала про запас всю мою жизнь с момента, как мы переехали в Петербург. Это вернуться обратно домой на малую родину в Хакасию. Следуя к самолету в длинной очереди, я вспоминал последние дни в Петербурге. Только что прошел дождь и свечерело. Я не заметил, как оказался на трапе, а затем в коридоре самолета, помогая маме с ручной кладью. Пилот говорил что-то по-английски. Самолет плавно взмывал в небо. Через 1,5 часа мы уже были в Москве, в Домодедово, где нас ждала пересадка и долгий ночной полет. Я не заметил, как уснул. На рассвете самолет приземлился в Абакане. Мама разбудила меня перед самым прилетом. Динь-динь-динь. Рейс номер Москва-Абакан прибыл. Послышался приятный голос диспетчера. Выходя из аэропорта в ожидании такси, я ослеп от яркого солнца. Когда же мой взгляд прояснился, я услышал характерное «му» коровы. В 6 утра по городу ходили коровы и мычали. Не менее ленивые таксисты гоняли их клаксоном, проезжая мимо. Я оглянулся, прохожих встречали и забирали их родные и близкие. За женским силуэтом, строго наблюдающим за нами, с приподнятым вверх руками, виднелся маленький город с фигурными одинаковыми многоэтажками. «А, вот вы где! А, да-да, я вас нашла. Здравствуйте, из НР». «Из НР, здравствуйте», — ответила мама. «Вы, должно быть, наша квартиранка? Это я вам звонила по телефону». «А? Да-да, мне. Я бабушка Авдотья, родом из Брюкчеля». Бабушка Авдотья пожала мне руку, ее рука была по-утреннему холодной. Какой холесенький, как тебя зовут?» Мы с мамой переглянулись. «Мой сын, Каиргаз». Пока мама и встречающая с бабушкой весело разговаривали, мой взгляд остановился на странном человеке. До этого момента бедняк сидел прямо возле выхода из здания аэропорта. Он выглядел совершенно дико. Потасканная куртка, сальные чумазые волосы, один глаз у него был заплывшим и, казалось, не раскрывался. Вторым он смотрел сквозь меня. Чумазый и слегка бородатый, его подбородок напоминал степное поле с редкой травой, что покрывало землю в новой для меня неизвестной местности. И, судя по неприятному запаху, бедняк здесь сидел уже довольно-таки давно. Перед ним лежала меховая шапка, в которой лежало несколько монет. Мне стало жаль беднягу, я подошел и отдал из своих карманных денег 100 рублей. Но как только я бросил бумажку, он, не глядя, резко схватил меня за руку. Я испугался. Он пододвинул меня к себе и некоторое время пристально смотрел на меня своим заплывшим глазом. Затем его взгляд упал на смятую бумажку у него в шапке. Его другой глаз широко раскрылся, после чего этот странный человек положил руку мне на плечо. Но нас с бедняком тут же прилетело по головам чьей-то тяжелой сумкой. «Ишь ты какой! К детям он подмазывается!»
При этом бабушка продолжила бить бедняка по плечу, но он был в куртке и даже не посчитал это за удар, а уж тем более за оскорбление. Мама тоже подбежала ко мне. «Каирочек, ты в порядке?» «Да, мам, все хорошо». Но бабушку Авдотью было уже не остановить. Чтобы ее отвлечь, мама сделала вид, что увидела наше такси, и мы спешно пошли в сторону дороги. Не прошло и мига, как Авдотья догнала нас. «Правильно, правильно, пойдемте отсюда, нечего здесь стоять, а то ходят тут всякие, побираются». Мы положили чемодан в багажник и сели в такси. Отъезжая от аэропорта, в машине я оглянулся напоследок, но смуглый мой приятель уже исчез. Мы поехали по объездной вокруг города и поднялись на большую гору. Несмотря на то, что была середина августа, гора казалась серой и неприметной, однако с вершины, похожей на блин или широкую гладиаторскую арену, Абакан простирался как на ладони. Мы попросили подождать таксиста. Мама хотела посмотреть на город. Каким был 10 лет назад, таким и остался. Все как всегда, все по-прежнему. Авдотья усмехнулась и махнула рукой наотмашь. Здесь ничего не меняется. Я обернулся и уже хотел идти к машине, но неподалеку на горе увидел тополь. Я заприметил его, когда мы еще только поднимались в гору. Подойдя ближе, я рассмотрел дерево. На вид оно было усохшее и будто бы уставшее. По стволу ползало множество мелких паразитов, которые питались его корой и листьями. Наверное, дереву было больно, но оно жило дальше, ибо такова его жизнь, а жить хочется всему. «Каиргаз, поехали!» – крикнула мама, садясь в машину. «Да, мои хорошие, поедемте на квартиру. Вы, наверное, с дороги устали? Надо поспать, отдохнуть». Я подбежал и хлопнул дверью. Такси сплюнул в сторону, а затем, как говорится, вдарил по газам. Так, конец пролога.